Уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые члены Общественной палаты и члены УТКСБ Республики Саха-Якутия, уважаемые участники совещания. Первостепенной задачей органов местного самоуправления Наамского района в нашем видении является улучшение жизни, создание комфортных условий проживания и увеличение доходов каждой семьи района. Также в нашем понимании эта работа должна проводиться комплексно с охватом всех векторов развития. Можно слайды включить? Для этого Наамскому лучше, кроме проводимых обычных мероприятий, проводятся следующие работы. Первое. С этого года совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха-Якутия УС начато внедрение пилотного проекта «Социальное сопровождение семей, нуждающихся в социальной поддержке в целях вывода из трудной жизненной ситуации», в рамках которого будут проведены комплекс мероприятий по поддержке 508 особо нуждающихся семей, в том числе 233 многодетных семей и 23 одиноко проживающих граждан. Второе направление – это социальная и гражданская активность жителей района содействует работе органов местного самоуправления, решению задач по развитию УСа и способствует укреплению института гражданского общества. На сегодняшний день в Наамском УСе действует 49 некоммерческих организаций, включая профсоюзные организации, 37 социально ориентированные некоммерческие организации и 2 территориальное общественное самоуправление. Ведется работа по вовлечению руководителей самоуправления микрорайонов, всех общественных объединений УСа, организации самоуправления на местах, информационно-разъяснительной работе по повышению уровня благосостояния и культуры каждой семьи. Также общественные организации активно участвуют в решении всех проблем, начиная с вопроса благоустройства, чистоты до принятия решений по направлениям социально-экономического развития каждого поселения, принимают участие в работе всех комиссий наследия и района. Разрабатывается проект «Мой район». В-третьих, в целях сохранения и пропаганды национальной культуры, воспитания подрастающего поколения духа патриотизма, национальной самоидентификации в 2019 году была утверждена концепция формирования единой национальной культурно-образовательной среды в Наамском УСе. В рамках реализации концепции совместно с управлениями образования, культуры и спорта общественными организациями внедряется проект по гендерному воспитанию детей. В-четвертых, в Наамском УСе в целях воспитания физически и нравственно развитого юного гражданина, укрепления здоровья детей, подростков, юношей и девушек путем совершенствования системы физического воспитания, образовательных организациях, развития и инфраструктуры детско-юношеского спорта и приобщения детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также создание необходимых условий для самореализации спортивно одаренных детей, разработан проект муниципальной программы развития детско-юношеского спорта в Наамском УС на 2021-2025 годы. Перспектива реализации данного проекта – привлечение максимального числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом, направленным для развития их личности, утверждения здорового образа жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств. В-пятых, в целях мониторинга развития спорта и физической культуры в Наамском УСе в 2019 году разработана новая форма работы с населением, программы «Кластер», единый электронный проект «Старт-площадка», где проводится мониторинг среди населения, образовательных учреждений, оценки действий в области физической культуры и спорта. Также можно отслеживать статистику по количеству регулярно занимающихся спортом, их уровень занятия, какими видами спорта, возраст, количество занятий, какие виды соревнований проходят в данном наследии. При исполнении программы «Кластер Старт-площадка» планируется достижение 55% занимающихся спортом среди населения Наамского УСа. На основе данного проекта Министерством спорта Республики Саха-Якутия был разработан проект «Саха-спорт», который будет внедрен по всей республике. В-шестых, в целях содействия и обеспечения продовольственной безопасности населения Наамского УС, возникших в связи с угрозами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году была утверждена подпрограмма с поддержкой семейной экономики на 2020 год. В рамках муниципальной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Наамского УС. Подпрограмма направлена на быстрое повышение уровня доходов семьи путем развития скороспелых отраслей животноводства и растениеводства.
Данная подпрограмма разработана с учетом спроса населения, предусматривает финансирование из бюджета УСа и бюджета муниципальных поселений с привлечением внебюджетных средств граждан, ведущих лично подсобное хозяйство. Субсидии предоставляются поселениями через конкурсный отбор получателей в соответствии с требованиями действующего законодательства. Реализация системы мероприятий по программе позволяет обеспечить население сельскохозяйственной продукцией местного производства, а также решить вопрос не только увеличения доходности семьи, но и значительно сократить сроки по обеспечению населения мясом, яйцом, овощами и прочими сопутствующими продуктами собственного производства. Под программой развития семейной экономики области в 2020 году были предусмотрены следующие направления поддержки на возмещение части стоимости. Это приобретение курных сушек. Поставка осуществлена акционерным обществом «Якутская фабрика» количество 3182 курных сушек. Сумма субсидий на возмещение части за расходов на приобретение составила на одну курицу сушку 430 рублей. С бюджета поселения 25% стоимости, с местного бюджета муниципального района 15% стоимости. Кроме этого, гражданам, купившим кур количество 10 голов, полностью возмещена стоимость одного мешка комбикорма за счет бюджета УСа и бюджета поселений. Дальше приобретение бройлерных цыплят. Поставка осуществлена Юнгиринской птицефабрикой количество 300 голов. На одного бройлерного цыпленка поселение 200 рублей, субсидия с бюджета поселения 25% стоимости, с местного бюджета района 15% стоимости, субсидии предоставлены в виде возмещения затрат. В-третьих, приобретение поросят. Всего приобретено поросят количество 460 голов. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение на одного поросенка 2960 рублей, твердая фиксированная денежная сумма, вне зависимости от его веса и цены при покупке. С бюджета поселения 1850 рублей, с местного бюджета района 1110 рублей. Также на каждого поросенка полностью возмещается стоимость одного мешка комбикорма. Субсидии на один мешок комбикорма поселения 1050 рублей, весом не более 40 кг. С бюджета поселения 62,5% стоимости, с бюджета района 37,5%. Четвертое. Приобретение племенного жеребенка для его дальнейшего разведения. Данное мероприятие направлено на развитие племенного коневодства. Здесь предусматривается приобретение племенного жеребца, родившегося в текущем году по стоимости не более 45 тысяч рублей за одну голову. По потребности приобретены 23 голов жеребят. За счет устного бюджета и бюджета поселения предусмотрена субсидия на возмещение части затрат на приобретение одного племенного жеребенка 18 тысяч рублей, твердо фиксированной денежной сумме. Из них за счет бюджета поселения 11 250 рублей, это 25% стоимости, за счет бюджета района 6 750 рублей, это 15% стоимости. Далее, приобретение стельной нетели. По потребности населения под программой было предусмотрено приобретение стельных нетелей. Размер субсидии для возмещения части расходов на приобретение одной стельной нетели составил 20 тысяч рублей за одну голову. Твердая денежная фиксированная сумма в зависимости от ее веса и цены при его покупке. Финансируется из бюджета муниципального района. Далее, предоставление земельного участка под овощеводству. По данному направлению планировалось безвозмездное выделение земельного участка лично подсобным хозяйством, проживающим в многоквартирных домах, на картофелеводство и овощеводство в размере 200 квадратных метров на территориях всех муниципальных поселений Намского УСа. Всего по УСу планировалось выделение земельных участков общей площадью 14 га. Но в связи с отсутствием заявок данное мероприятие не произведено. Организована дистанционная сельскохозяйственная ярмарка продажи. Первая дистанционная ярмарка продажи проводилась через открытые каналы связи Instagram, WhatsApp. Здесь организаторам были размещены все виды предоставленных сельскохозяйственных услуг, части продажи семенного материала, рассады, спашки, пашни и огорода и так далее, с указанием ассортимента цен и контактных данных. Следующее мероприятие – это обустройство локального водопровода. В данном мероприятии участвовало 5 населенных пунктов, в которых отсутствовали летние локальные водопроводы. Всего проложено 13,6 километров водопровода на общую сумму. Самое интересное, скажу, общая сумма под программой развития семейной экономики составила 12
миллиона 535 тысяч 560 тысяч рублей, в том числе на приобретение, сказал, результаты эффективности подпрограммы отражаются в обеспеченности населения продукцией сельскохозяйственного производства в 2020 году. Производство свинины в убойном весе составило 26 тонн 530 килограмм, в денежном эквиваленте выражена в сумме 10 миллионов 612 тысяч рублей, при средней стоимости 1 килограмма мяса 400 рублей. Производство яиц составило 317 600 рублей штук, то есть 1000 штук, в денежном эквиваленте выражено в сумме 2 миллиона 699 тысяч, средняя цена за одну единицу 8,5 рублей. Производство мяса куры и бройлерных цыплят в убойном весе составило 8 тонн 136, в денежном эквиваленте выражено 1 миллион 545 тысяч 840 рублей. И всего эффективность по скороспелой продукции, доход населения составила 440 рублей, что на 7 миллионов 981 1880 рублей больше, чем предусмотрено программой. Далее в районе ведется плановая работа по благоустройству и улучшению внешнего облика населенных пунктов. Совместно с управлением архитектуры, центром компетенций проводится работа в рамках реализации программ «Комфортная городская среда», КРСТ и ППМИ. Крупным проектом Селенамса является создание интегрированного образовательно-воспитательного единого пространства места дружбы из прилегающих территорий 3 школ. Центральная идея концепции открытое пространство школ США-1, США-2 и Намской гимназии, интегрированные с образовательно-воспитательной средой для детей и средой. Также будут оформлены зоны спортивная, игровая, партерная, торжественная, транспортная, творческая, садовая, хозяйственная, зеленая. Этот проект включен в комплексный план благоустройства центра села Намсы по единой архитектурной концепции совместно с проектом благоустройства сквера набережной села Намсы. Сквер набережной села Намсы будет включен в углублительные укрепительные работы берега озера, также устройство тротуаров, скейт-парка, катка, детских игровых и будет интегрирован. Основные самые проблемы, развитие сельских территорий, на обеспечение комфортных условий нашему населению, это по нашему видению, это, во-первых, проекты строительства жилых кварталов с индивидуальным жильем сделать с помощью инвесторов, начать работу. Я это не рассказал, такой проект у нас разрабатывается и внедряется. Надо государственным муниципальным органам власти совместно с инвесторами разработать механизм финансирования строительства, также нормативно-правовую базу. Также предлагаю оказаться содействию в реализации проекта по улучшению благоустройства общественного пространства населенных пунктов. В-третьих, предоставление беспроцентных микрозаймов гражданам от 100 тысяч до 250 тысяч рублей для реализации своих проектов и становления самозанятыми. В-четвертых, многие семьи не могут получить кредит, ипотеку. Надо разработать механизм на строительство индивидуального жилья для малообеспеченных граждан, семей. Или оказать содействие в капитальном ремонте имеющегося жилья. В-пятых, в республике ведется работа по упорядочению сети бюджетных учреждений. К этому вопросу надо подходить очень осторожно. Мы можем потерять малые поселения, населенные пункты. Надо сначала подготовить и открыть новые рабочие места и после этого провести сокращение и объединение бюджетных учреждений. Может начаться массовый отток населения в районный центр или город Якутск. В-шестых, разработать нормативно-правовую базу по предоставлению преимущества местным товаропроизводителям при поставке продукции и оказании услуг. В настоящее время все наши товаропроизводители участвуют наравне с любым предпринимателем. И последнее. Предоставление возможности муниципальным районам самим распределять финансовые средства, выделенные на развитие сельского хозяйства,
внесением изменений в новый закон о сельском хозяйстве. У меня все, спасибо.